Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Точки опоры». Вначале немного предыстории сегодняшней темы нашей дискуссии. Недавно, точнее в середине апреля текущего года в Грозном был застрелен в попытке задержания гражданин Джамбулат Дадаев. По этому поводу наши правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Затем была версия, что дело это отменили. Как всегда в такой ситуации в незавершенное уголовное дело вмешалась новая газета, ей подпевала газета «Коммерсант». А в итоге убит человек. Горе в семье. По этому поводу свое возмущение высказал глава Чеченской Республики, герой России, генерал Рамзан Ахматович Кадыров. Собственно, Рамзан Ахматович высказал свое несогласие с тем, как правоохранительные органы Ставропольского края провели операцию по задержанию Дадаева, в ходе которой не были оповещены правоохранительные органы Чеченской Республики. Сегодня в нашей студии собрались правозащитники, депутаты парламента Чеченской Республики, представители исполнительной власти, правоохранительных органов, общественных организаций, прокуратуры. К нам приехали и независимые эксперты из других субъектов Российской Федерации, готовые участвовать в нашей дискуссии. Люди, которые так или иначе хотели бы высказать свое мнение по сути этого дела. Я хочу поприветствовать всех наших гостей, уважаемых экспертов. После этой трагедии, после этого факта была, конечно, неоднозначная реакция практически всех правоохранительных органов Чеченской Республики, в том числе и аппарата уполномоченного по правам человека. Они все сегодня в нашей студии. Я хотел бы адресовать вопрос Нурди Нухаджиеву, руководителю уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. Нурди, у меня в руках ваше заявление по этому поводу, ваше возмущение по этому поводу. Давайте еще раз вспомним, насколько правомерны действия правоохранительных органов другого субъекта Российской Федерации, которые провели вот эту неудачную операцию со смертельным исходом гражданина средь бела дня в мирном городе воинской славы. Если вести речь о том, что о правомерности проведения операции в том или ином субъекте, естественно, тут можно сказать о том, что мы находимся в едином правовом пространстве Российской Федерации, и МВД России, в том числе и МВД по Чеченской Республике, это единый федеральный организм. Здесь речь может идти о планировании и проведении самой операции, как задача поставлена перед ними для задержания человека, а как некая месть. То есть то, как они действовали, все говорит о том, что никто из них не поставил перед собой задачу задержать человека, то есть находящийся, скажем... То есть задача изначально не стояла задержать? Совершенно верно, поскольку он подозревался в нанесении, скажем, тяжких телесных повреждений бизнесмену, который проживает в Ставрополе, и судом, и никем не установлена его вина, то есть на данный момент он только лишь подозреваемый, так? Хотя что он находился в федеральном или в местном розыске, никаких данных по этому поводу. Нурди, вы видели документ о том, что этот человек находился в федеральном розыске? Нет, не видел, никто не видел. Так. И вот после того, как они подрезали его машину, то есть без знаков различия, без опознавательных каких-либо надписей на машине,
в масках, что категорически приказом министра внутренних дел по Чеченской Республике запрещено на территории Чеченской Республики, так? И после того, как человек сказал о том, что положил руки на панель и сказал все, что он сдается, и никаких оснований полагать о том, что он не то что не оказывал и может оказывать вооруженное сопротивление, у этих людей не было, просто-напросто они его взяли и расстреляли. Поэтому их вина попадает под действие части 3 286 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, но и в совокупности можно вести речь об убийстве в публичных местах с применением общеопасным способом, с применением оружия. То есть сегодня, по сути, речь идет о нарушении права человека в грубейшей ее форме. Ну, естественно, самое главное – это право на жизнь. И отнять его таким способом произвольно никто не имеет права. Нас еще насторожило то, что женщина, которая хотела оказать ему помощь после того, как было применено оружие, вот, один из, если он сотрудник, конечно, полиции, Главного управления Ставропольского края, и он сказал, и он не подпустил и кричал в истерике, он убил нашего. То есть это больше даже похоже совершенно на другие мотивы. Наши, ваши. Совершенно верно. Совершенно Нурди, верно. я еще раз прочитал ваше заявление, достаточно жесткое заявление. Вы ожидаете какую-то реакцию со стороны тех, кому это адресовано? Ну, во-первых, долгое... Какая-то реакция уже есть? Ну, я бы не сказал о том, что избирательное применение права, это уже в России, к сожалению, очевидно. Это я по своему опыту могу сказать, правозащитному, кстати, долгому. Но и устанавливается истина чем? Следствием, правильно? Да, следствием, затем судом. Если тут же отменяет председатель Следственного комитета России постановление о возбуждении уголовного дела, и каким образом он собирается установить истину? А прекратить уголовное дело, это в любое время не поздно. Но сначала дойти надо, расследовать, потом до суда. И суд в соответствии с Конституцией в итоге обеспечивает права человека. То есть полностью целая цепочка грубейшего нарушения законодательства Российской Федерации. Вот прежде чем задать вопрос генералу, заместителю министра внутренних дел по Чеченской Республике, генералу полиции Апти Алавдинову, я позволю себе небольшой экскурс. Достаточно часто Чеченскую Республику посещают высокопоставленные люди, как из федерального центра, так и из других государств мира. По оценке, в том числе и министра внутренних дел Российской Федерации, и представителей других государств, сегодня Министерство внутренних дел Чеченской Республики на территории России является своеобразным показательным подразделением. Да? Сегодня, это не наше мнение, это общеизвестно, достаточно широко распространенное мнение, что Чеченская Республика в составе Российской Федерации самый безопасный субъект. И если следовало бы проводить ту или иную боевую операцию, я сомневаюсь, провел бы ее кто-либо лучше и качественнее, чем чеченская полиция. Апти, как получилось так, что вы и наше ведомство внутренних дел не было оповещено о предстоящей операции? Ну, по данному случаю у нас длительные разбирательства идут и по сей день. Значит, что я могу сказать? Руководство Министерства внутренних дел Российской Федерации было введено, я так понимаю, в заблуждение, потому что руководство считает, что мы были оповещены, что мы якобы должны, что мы предложили даже помощь, что мы, короче говоря, принимали непосредственно участие в проведении указанных мероприятий. Но хочу сказать, что, значит, нами была проведена служебная проверка, в результате которой, значит, было установлено, что ни в одной из наших подразделений по факту, значит, установления местонахождения
убитого Дадаева, значит, либо его задержания, значит, не поступал ни один документ ни со Следственного комитета Ставропольского края, ни с ГУВД по Ставропольскому краю, то есть ни обращения в устной форме, значит, с просьбой об установлении местонахождения или задержания Дадаева, значит, не было. В данном случае, я так думаю, что по итогам служебной проверки, которая проводится, значит, главным управлением по СКФО, я так думаю, что эта вся истина, она будет установлена. Я так думаю, что будет принято решение, значит, в отношении тех сотрудников соседнего субъекта, которые нарушили 608 приказ, приказ 1354, в которых четко регламентировано проведение оперативно-розыскных мероприятий в субъекте, который юридически им не подконтролен. То есть я так думаю, что там даже вопросы для того, чтобы обсуждать его как таковой нету. Тут четкое нарушение ведомственных приказов, и я так думаю, что в данном случае по ним должно будет принято быть какое-то решение, чего мы и ждем. Спасибо, Апти. То есть дело, по сути, не бесперспективное, да? Дело имеет все шансы быть доведенным до конца. В нашем зале присутствует адвокат Заур Садаханов. Он представитель матери погибшего Джамбулата Дадаева. Заур, ну как продвигается дело, какова динамика в исследовании, в развитии этого дела? В настоящий момент подана в порядке статьи 125 УПК жалоба на бездействие следователя, то есть должностного лица. И завтра, 26 мая, в 17 часов будет судебное разбирательство по данному факту в Ессентукском городском суде. Значит, бездействие заключается в том, что мы запросили ряд процессуальных постановлений, в том числе возбуждение уголовного дела. И, как нам позже стало известно из источников СМИ, якобы председатель Следственного комитета России господин Бастрыкин отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Сам факт того, что... А само постановление вы видели? Нет, пока постановление не видели, мы его запросили, но не получили. И по факту того, что нам не выдали запрошенное постановление, мы подали жалобу на бездействие. Друзья, я не случайно сказал, что в нашем зале присутствуют правозащитники из других субъектов Российской Федерации. Вот Людмила Васильевна Богатенкова, одна из них, она представляет правозащитную группу «Гражданин, армия, право». Людмила Васильевна, ну что вас побудило приехать вот в такую даль по этому делу? Если товарищи исполняют закон, они должны быть, его исполнять так и надо. Как это так? Приехать, ворваться, никому ничего не сказать. Это равносильно, что я могу войти в любой дом и на всеми. Мне бы хотелось знать, а было ли предъявлено этому товарищу, что он подозреваемый? Или просто кто-то сказал? Вот подозреваемый все, но вы меня извините. У нас в России можно каждого назвать подозреваемого. И вот так приехать, в упор расстрелять. Уважаемые, мы где живем? В какой век? О том, что я вам очень могу отозваться нелестно о наших правоохранительных органах Ставрополья, это у них уже входит в прям систему. Это не единичный случай, но там не со смертельным исходом. Людмила Васильевна, спасибо. Мы не будем вдаваться в подробности повседневной деятельности ставропольских правоохранительных органов, но за поддержку, понимание спасибо. В нашем зале присутствует капитан в отставке, председатель независимого профсоюза сотрудников ОВД и прокуратуры Республики Дагестан Магомед Шамилов, который еще до начала нашей сегодняшней дискуссии, встречи, уже высказывал свое возмущение по факту такого грубого нарушения прав человека со смертельным исходом. Ну, как видится из Дагестана то, что произошло на территории братской республики? Во-первых,
хочется поблагодарить, и, можно сказать, я горжусь главой Чеченской Республики, который чувствует и на деле показывает конкретную ответственность за каждого гражданина Чеченской Республики. За то, что он выступил, за то, что сделал такое заявление, это просто большое мужество. Я это говорю, потому что то, что в Дагестане и что здесь творится, когда мы сопоставляем, в этом только понимаешь глубину и мужество этого человека и этого заявления. А теперь, как говорят, да будут услышаны обе стороны. И мне хочется обратить внимание, да, правоохранительные органы, особенно полиция, ответственна. И деяния их, они работают в ужасно трудных условиях и все прочее, прочее. Но при всем этом на них возложено 10-кратно больше ответственности. Эти люди надели погоны, они олицетворяют власть и государство. Почему нельзя было, если, например, сегодня, почему возбужденное уголовное дело в Чечне следователями должно быть отменено, как я здесь слышал, самим Бастрыкиным? Почему не разбираются до конца? Потому что это известно, что это такое. То есть Бастрыкин поддерживает то, что сделали ставропольцы. Но при этом почему не спрашивается, сколько отдельных поручений было направлено из Ставропольского края в Чеченскую Республику, чтобы задержать или разыскать этого разыскиваемого человека? Как я понимаю, ни одного. Теперь, если в Чеченской Республике сотрудники полиции не выполнили это решение, почему не были привлечены к дисциплинарной ответственности этих сотрудников полиции Чеченской Республики за невыполнение, то есть не задержание чеченского гражданина Чеченской Республики, который якобы скрывается в Чечне? Но, увы, ничего подобного нету. Удивляет меня, что из Ставропольского края приезжают в Чечню инкогнито группа полицейских для задержания этого человека в Чеченской Республике. Слава Аллаху, что какому-нибудь подстрекателю не додумался дозвониться до дежурной части, любой дежурной части МВД Чечни, что к вам выехала бандитская группа и орудует где-то там, собирается какую-то что-то провокацию делать. Вы понимаете, какую баню затеяли бы в центре Чечни силовые структуры? 2 силовые структуры. Это было бы позор на всю Россию, на весь мир. Очевидно, вот на подобную провокацию и рассчитывали авторы. Слава Богу, это уже не случилось. Это было бы море крови самих правоохранительных органов на радость всем врагам. Спасибо, спасибо, Магомед, спасибо. Вы совершенно справедливо отметили роль правоохранительных органов Чеченской Республики. Я не открою никакие секреты, если еще раз скажу 1000 и миллион раз высказанное мнение. В Чеченской Республике работают правоохранительные органы, победившие международный терроризм. Вот с этим фактом весь мир давно согласился. Теперь, по сути, по поводу того, почему какие-то издания, какие-то журналисты или политики, околополитические люди возмущены высказыванием главы нашей республики. Наверное, потому что Чеченская Республика сегодня себя позиционирует как политически устойчивый регион с положительной динамикой социально-экономического развития. Мухаммад Алхазуров, депутат парламента Чеченской Республики. Мухаммад, вот на ваш взгляд, откуда столько этих политизированных страстей вокруг высказывания героя России, да, главы республики, который говорит: господа, дело произошло на территории, которой я руковожу, и я должен знать, что происходит, и мои правоохранительные органы тоже должны знать, я за эту республику отвечаю. Когда он боролся с международным терроризмом, ему говорили: Рамзан Ахматович, вы молодец, все красиво. Вот. И Рамзан Ахматович проявляет заботу
о каждом гражданине нашей республики. Более того, даже если выходец из этой республики живет и находится далеко за пределами Чеченской республики и России в том числе. Вот откуда это, кто пытается поднять политическую температуру вокруг нашей республики? Вы правильно задали вопрос, но тут совершенно очевидно, что это те СМИ, которые, так называемые либеральные СМИ, которые поддерживают, нагнетают постоянно вот эту политическую истерию с тем, чтобы, на наш взгляд, раскачать политическую стабильность в России, в Чеченской республике. Я думаю, что они даже выполняют заказ западных стран, которые объявили санкции Российской Федерации. Но я хотел бы сказать, с точки зрения законодательства, с точки зрения основного закона Конституции Российской Федерации, правовые нормы, конституционные права граждан, которые были нарушены. Ведь, собственно говоря, вот этим делом было нарушено 9 статей Конституции Российской Федерации. 9 статей? 9 статей. Я буквально 2 статьи приведу по памяти. Это 20-я статья, которую привел мой коллега Нухажиев. 20-я статья Конституции – это право на жизнь. Статья 47 говорит о том, что каждый имеет право на защиту своего дела в суде. 46-я статья. Далее, самое главное, 49-я статья Конституции, которая гласит о том, что даже если человек объявлен виновным, то есть он является обвиняемым в судебном процессе, пока нет решения суда, и оно должно еще вступить в силу, то есть там есть еще процедурные вещи, то после объявления, скажем, судьей обвинительного приговора у обвиняемого есть еще время для обжалования, рассмотрения своего дела в других инстанциях. Нарушено право Дадаева Жамбулата в конституционном принципе презумпции невиновности. Это основной принцип страны и Конституции Российской Федерации. И отсюда мы можем сделать вывод, и вот то, что наши коллеги чуть раньше говорили, я, например, делаю вывод, что это дело явно заказное, что это дело нельзя так оставлять. В соответствии с законодательством нужно возбуждать уголовное дело и разбираться в этом деле. Я думаю и уверен, что парламент Чеченской Республики сыграет в этом тоже определенную роль. Я не знал погибшего Джамбулата Дадаева, Далге Штуэлсон, но в зале находится человек, который много лет знал Джамбулата, дружил с ним и очень тяжело пережил его гибель. Назарбек Калиев. Джамбулат Дадаева уже больше месяца сидит с нами, Далге Штуэлсон. Он был достойным сыном своего народа, он был патриотом. Хочу сказать, что он был во всем лучше всех нас. Он был очень богобоязненным мусульманином, достойным сыном был. Баркал Назарбек, я вижу, как вам тяжело говорить. Далге Штуэлсу, Кантан. Хайда Саратова участвует не первый раз в подобных делах, правозащитник. Мы будем сопровождать это дело до конца. Вместе с адвокатом Заурбеком Садахановым мы выезжали не раз в Ессентуки и будем дальше наблюдать. Меня не то, что это, естественно, возмутило, а возмущает еще и то, Саидман, что наши коллеги из других регионов, которые очень зорким глазом следят за тем, что происходит в Чеченской Республике. Это те же Милашины, те же Каляпины, те же, просто я лишний раз, наверное, называю эти имена, но тем не менее, просто как раз вот с этим событием, вы помните, была свадьба века, скажем так. Да-да. Почему-то вот тех людей больше всего заинтересовало то, что кто-то на ком-то женится, а не то, что был убит человек в центре Грозного. Приехали люди в масках, точно так же, как приехали 4 декабря 2014 года и расстреляли сотрудников ДПС. Я лично задавала этим людям, почему вы не возмущаетесь, почему вы не говорите о том, что произошло убийство. Вы же следите за этой республикой. Они не говорят, ваши коллеги? Ничего. Абсолютно. Их это, мало того, тот человек, который защищал одного правозащитника, не буду называть имена,
он, адвокат этого человека, мне сказал, я лично буду защищать этих сотрудников, если они к нам обратятся. Меня это еще больше возмутило. И эти люди называют себя правозащитниками. И их возмущает то, что мы здесь живем, и мы как-то еще живы. Да вам никто не позволит. Вот такие фразы звучат в наш адрес. Вот, поэтому нас это очень сильно возмущает. И я хочу призвать тех правозащитников. Сегодня вот коллеги, которые приехали из других регионов, вы видите, они просто по одному звонку все вместе собрались и приехали. Тут присутствует и Карачаево-Черкесия, и Кабардино-Балкария, и Дагестан, и Ингушетия. То есть все эти люди отозвались. Это действительно друзья. И они нас поддерживают. Спасибо всем, кто откликнулся на эту трагедию. Мамад, пожалуйста, передайте микрофон Руслану Камбиеву. Руслан Камбиев представляет гражданский комитет по правам человека по Северо-Кавказскому федеральному округу. Руслан, вы с самого начала слушаете выступления ваших коллег и какие уже можно делать выводы по сути этого дела? Безусловно, нарушены основные базовые принципы прав человека и попраны соответствующие статьи Конституции. Общеизвестно, что по этому делу, которое вменяется, следует наказание сроком от 3 месяцев до 10 лет. В принципе, человек мог бы, если бы это было доказано судом, отсидеть 3 месяца. Далее. Однозначно превышение своих должностных полномочий. Непозволительно, чтобы силовые структуры исполняли заказы неких имущественных группировок. Это просто смерти подобно. Тем более уже в мирной Чеченской Республике. 19 числа, когда был матч футбольный Терек-Динамо, когда тут была делегация. И в городе было много гостей, туристов. Гостей и так далее. Это любителей просто непозволительно. Да. И все правозащитники, вменяемые с Северного Кавказа и России, однозначно сделали свою оценку. Вот. Вменяемые правозащитники, вы сказали, каковых, мы надеемся, большинство. Да? В нашей дискуссии принимает участие и главный редактор газеты «Мир Кавказа». Меня немного удивляет позиция наших коллег-журналистов, которые пытаются в той или иной трактовке преподнести вот эту трагедию, да, человеческую трагедию. На самом деле в семье погибшего большая сегодня трагедия, которую все время те или иные средства массовой информации пытаются воспалять, тем самым усугубляя эту боль. Вот какую позицию заняло ваше издание и какую оценку ваши коллеги на страницах вашей газеты дали этому событию? Я благодарен от имени и газеты, и отлично от себя, благодарен руководству Чеченской Республики за тот поступок, который они совершили. Это героический поступок. Эта история еще рассудит, года пройдут, но история еще оценит тот поступок, ну, я могу сказать, героический поступок, который совершил президент республики Кадыров. Поэтому тут и не подлежит даже обсуждению. Обсуждению не подлежит. То, что приехали со Ставрополя и провели эту операцию, это они совершили уголовное преступление, которое должен быть наказан. Но я вас хочу заверить, что сегодня, если брать все республики Северного Кавказа, все республики, то больше порядка, вам ответственно заявляю, Чеченской Республики. Это я вас заверяю. Должен сказать, что нам всем должен быть наукой, чтобы вот это безобразие не повторялось на нашей Северокавказской земле. Мы все россияне, мы любим Россию. Это наша Родина. Поэтому тут не подлежит тому, что мы не меньше
россияне, чем русские. Спасибо, спасибо, Анатолий. Вы, собственно, перефразировали высказывание главы нашей республики Рамзана Кадырова, который говорит, что в многонациональной и поликонфессиональной Чеченской республике должно быть одинаково комфортно представителям всех наций, этносов и вероисповеданий. Собственно, это и происходит. Я вижу в зале представителей прокуратуры. Пожалуйста, передайте микрофон. После этого события, происшествия, у нас возникли обоснованные вопросы, очень серьезные, так сказать, по обстоятельствам задержания этого человека. И, на наш взгляд, необходимо было именно возбудить уголовное дело для того, чтобы в рамках реализации полномочий, предоставленных уголовно-процессуальным законодательством, разобраться в этой ситуации. Именно объективно разобраться. Уголовное дело было возбуждено следственным органом, нашим следственным управлением по Чеченской Республике. Но к тому моменту, когда копия постановления поступила в прокуратуру республики, копия постановления о возбуждении уголовного дела, материал, уголовное дело фактически было истребовано в Следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу. Да. И мы не имели возможности проверить законность этого постановления. Спасибо. Тимур Алиев, политолог, советник главы Чеченской Республики, человек, который очень много работает и с представителями масс-медиа, делает политические прогнозы. Тимур, не кажется ли вам, что инициаторы вот этого происшествия, о котором идет речь, в том числе попытались или пытаются, или продолжают эти попытки проложить некую такую прохладу между Чеченской Республикой и федеральным центром? Система сложилась не сейчас, потому что были годы военных действий, за время которых сложились определенная категория людей, да, которые очень много говорят про Чеченскую Республику, выступают, так сказать, экспертами, как им кажется, по Чеченской Республике, там выезжают на конференции, представляют. Причем чаще люди, которые это люди не имеют отношения к Чеченской Республике, да, это люди там, из других, из Москвы, там, может, из-за границы где-то, но они как бы такие чеченологи, так называемые, да, эксперты по чеченскому вопросу. И эти люди как бы, фактически сделали свои профессии, да, экспертизу по Чеченской Республике. Сегодня, когда в Чеченской Республике все благополучно, интерес определенных сил Чеченской Республики уходит, потому что тут позитив сплошной. Эти люди пытаются сделать из того, что есть, пытаются выжать некий негатив с тем, чтобы по-прежнему, да, изображать себя, продолжать выступать по этому вопросу, продолжать быть экспертами, продолжать кормиться дальше на этой тематике. Соответственно, им очень выгодно, чтобы был вот эта прохладка, чтобы был этот раскол даже, да, в перспективе, с тем, чтобы продолжать дальше быть экспертами. И поэтому, если мы пытаемся как-то наоборот, и вот то, что в этой студии сегодня собрались представители всех республик Северного Кавказа, это очень хороший показатель того, что мы на Северном Кавказе, что мы пытаемся склеить всю нашу Российскую Федерацию, а эти люди пытаются, наоборот, разбить это государство, таким образом выступают фактически врагами российского государства. Вот сегодня даже вот в нашем небольшом форуме практически представлена уже такая многонациональная Россия. Да? Я хотел бы передать слово коллеге из Республики Ингушетия Лиза Баркинхоева. Пожалуйста. Спасибо, Лиза, что вы тоже откликнулись и приехали в Грозный, что вы тоже разделяете эту боль. И нам интересно еще выслушать вашу оценку сегодняшней нашей темы. Говоря о конкретном этом случае, и вообще я хочу сказать, что насколько хрупок мир, это нам всем понятно, когда мы сегодня, хотим мы этого или нет, но мы наблюдаем все за событиями на Украине. И это недавнее прошлое и наших регионов. Я имею в виду Чеченская Республика, пригородный район Ингушетии и так далее. То есть вот такие
вылазки группировок, я даже не побоюсь сказать бандитских, потому что если не поставили в известность главу республики, то они являются таковыми, они не улучшают обстановку на Северном Кавказе, они ее усугубляют и создают некую такую атмосферу недоверия. Президент Российской Федерации всегда говорит, что на территории Российской Федерации, а мы, Северный Кавказ, являемся частью Российской Федерации, должен главенствовать закон и порядок. И те события, которые это хорошо, что это нечастый случай в Чеченской Республике, да, слава Аллаху, нечастый случай, но этот единственный, который произошел, его нужно довести до полного логического конца. То есть эти моменты, они раскачивают государственные устои Российской Федерации. Мы являемся россиянами, мы болеем, переживаем за целостность и за стабильность, поэтому сегодня мы здесь. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Минкаил Эжиев, руководитель правозащитного центра Чеченской Республики. Мы все просим, мы требуем, чтобы в нашем субъекте, как и на территории любого субъекта нашей страны, соблюдался закон. И мы правы 1000 раз, потому что мы говорим, что права человека и закон – это превыше всего. В данном случае, как сказали мои коллеги, совершено раскачивать ситуацию, разумеется, в нашей республике никто не даст никаким органам, которые все-таки либо исполняют чей-то заказ, либо делают это неправомерно, не отталкиваясь от закона. Поэтому здесь и моя позиция, и позиция моих коллег, она однозначна. Закон должен соблюдаться всеми, в любом субъекте федерации. В частности, убийство молодого парня, это не просто убийство. Это убийство, которое сколыхнуло всю нашу республику. Почему на территории Чеченской Республики, которые прошли через 2 страшные войны, где похоронены сотни тысяч людей, где борются с людьми, которые в масках, сотни тысяч раз, врываясь в наши дома, забирали молодых людей, которые впоследствии исчезали. И эта картина, она заново через наши души опять заново становится явью. Это, конечно, неприемлемо никем. Это должно уйти в прошлое. Свое слово сказал глава нашей республики, сказали представители правозащитной организации, органы правоохранительные. И я думаю, здесь нас поддерживают представители Северо-Кавказской республики. И наша позиция, как и позиция органов государственной власти, как и представителей правозащитных и иных неправительственных организаций, то есть гражданского общества, она едина. У нас цель и задачи одни и те же. Поэтому закон превыше всего, его надо соблюдать. Мы все едины в том, что закон Российской Федерации, основной закон Российской Федерации, он превыше всего. Я хотел бы от имени всех наших участников сегодняшней дискуссии и от имени наших зрителей выразить соболезнования матери погибшего Джамбулата Далгеш Дуэлсон, друзья, и сегодня, завершая нашу сегодняшнюю встречу, нашу дискуссию, я хотел бы слово для подведения итога дать генералу Апти Алаудинову. Сегодня действительно, я бы сказал, огромное спасибо людям, присутствующим в этом зале, потому что, когда слышишь, как каждый из них высказывает все свои чаяния, и я, как правоохранитель, в свою очередь, тоже начинаю продумывать, обдумывать все, что происходило в нашей республике, происходит на данный момент. И, конечно, я очень щепетильно наблюдаю за всем тем, что происходит и в соседних субъектах, и в Российской Федерации в целом. И я скажу, что если мы действительно, каждый из нас, в том числе и я, если мы все будем подходить к закону неизбирательно, то есть главный закон Российской Федерации – это Конституция Российской Федерации. Если мы к Конституции Российской Федерации будем относиться, подходить неизбирательно, не исходя из национального признака религиозного, территориального, то я думаю, что это государство, в принципе,
оно реально, как говорится, может противостоять всему, чтобы не надвигалось на нас с какой бы то ни было стороны. Понятное дело, что очень большое количество спецслужб, государств имеют желание и интерес внести в территорию Российской Федерации, в межнациональный вот этот круг, любой раздор для того, чтобы расшатать это государство и свалить его с твердых ног, на которых мы стоим. Я считаю, что если мы будем подходить друг к другу именно вот с этим взаимоуважением и неизбирательно в отношении закона и законности, я так думаю, что нам говорить о том, что в долгосрочной перспективе это государство не будет государством номер один в мире, наверное, нам об этом говорить не придется. А так, некоторые распри, которые пытаются внести, я так думаю, что мы на эти распри не поддадимся. И я так думаю, что, наверное, у нас всегда все будет хорошо, потому что у нас есть в государстве вот именно вот такие люди, которые видят все через призму души, которая по сути своей пытается сделать все для того, чтобы вокруг всем было хорошо. Спасибо. Спасибо, Апти. Спасибо, друзья, всем за участие в нашей сегодняшней дискуссии. Еще раз хочется сказать слова благодарности в адрес каждого из вас, особенно тех, кто приехал из других субъектов Российской Федерации. У нас многонациональная страна, и мы сегодня в этой студии еще раз подтвердили нашу готовность жить в многонациональной России по законам Российской Федерации. Друзья, время нашего эфира подходит к концу. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго и до встречи.